Для преподавателя школы искусств Галины Ширяевой звание «Почетный гражданин» станет одним из главных во внушительном послужном списке. Заслуженный работник и лауреат премии правительства, в прошлом научный сотрудник музея, директор хореографической школы и балерина музыкального театра, ставшая свидетелем создания первого национального балета «Ягморт». Но детище всей ее жизни – уникальный детский балетный театр «Аленький цветочек», созданный в 1994-м. Воспитанницы Галины Ширяевой объехали всю страну, выступали в Нью-Йорке и Пекине и практически всегда приезжали с победой. Все благодаря особому подходу к работе. Галина Ширяева убеждена, театр дает возможность погрузиться в сказку. Есть школа общеобразовательная со своей образовательной программой, четкой, которая обязательна, которая формирует базу у будущей личности. Но мы предлагаем другой мир. Погрузиться в него, сформировать другие ценности, увидеть и познать другой мир. Вот говорят, что Белинский говорил, что театр – это дивный мир страстей и жизни. Вот у ребенка, который занимается в нашем театре, есть такая возможность. В списке кандидатов еще одна женщина – воспитатель детского сада номер 5 в Карткиросе Надежда Елфимова. Она обучает детей коми-языку и делает это по особой методике, которую уже переняли многие педагоги. Любовь к нему прививает даже родителям. По ее инициативе в саду созданы мини-коми-музей и галерея коми-сказок. Претендует на звание и главный архитектор Воркуты Владимир Иващенко. Один из последних его проектов – обновленная улица Ленина. Он решил сделать из нее настоящий музей под открытым небом. Дома воркутинцев украсили фрагменты картин Левитана и Шишкина. Благодаря Владимиру Васильевичу заполярный город снова расцвел. У нас самая долгая зима, все холодное. Так, эти все синие, допустим, синие или какие-то голубые, все эти холодные краски. И так зима холодная, на фоне холодной зимы теплые дома. Это очень хорошо. Они, во-первых, как-то и для человека воспринимается лучше теплый цвет все-таки в нашем суровом климате. И гармонирует с зеленый, когда если уже мы делаем дворовые территории, там будут зеленые насаждения. Другой кандидат тоже новатор в своей области. Это народный мастер России Валерий Торопов. Всю жизнь посвятил народному творчеству и придумал знаменитую выльгардскую свистульку. Торопов написал несколько книг по методике преподавания, а в 91-м его труд был отмечен медалью ВДНХ за внедрение декоративно-прикладного искусства в учебный процесс. А еще он много лет оценивает творчество начинающих. Валерий Торопов возглавляет комитет республиканской выставки «Мастер года». Мастера на протяжении уже года знают, что такая выставка есть, и они создают новые работы. И в то же время она является как бы эталоном и в то же время учебным материалом для начинающих мастеров. Потому что здесь есть чему поучиться. А кто такой Александр Алексеев, сегодня знает каждый. Его именем в Ухте названа школа и улица. И каждый год там проходит военно-спортивный лагерь имени подполковника. Кануть в лету подвигу Алексеева не дают его друзья и сослуживцы. Он погиб 22 года назад в Чечне, когда выводил из окруженного боевиками здания своих бойцов. Алексеев отказался выполнять условия бандитов и организовал оборону здания. 2 дня его бойцы отражали атаку. Потом 3 огнестрельных ранения, последнее из которых оказалось смертельным. Он погиб, но вывел из окружения 70 человек. Нам остается только низко кланяться этим людям, которые вот так вот сохраняют память об Алексееве. И тем школьникам, которые принимают участие, вот, например, вот в этом лагере, рассказывают о его подвиге, о его жизни, в общем-то, о простой жизни простого ухтинского мальчишки. При выборе кандидатов парламентарии учитывали их вклад в развитие республики и результаты народного голосования, проходившего в интернете. Всего для участия изначально жителями были заявлены 25 кандидатов. Светлана Некрасова, Таисия Жакова, телеканал Юрган.